Ученые Якутии объединят усилия. В регионе создадут научно-образовательный центр мирового уровня. Медико-социальные услуги для пожилых людей. Растет количество мобильных бригад для оказания помощи. Первый республиканский фестиваль молодежи «Табыс». Мероприятие стартовало в Хангаласском районе. Здравствуйте! В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Ежемесячное пособие многодетным семьям в Якутии составит более 17 тысяч рублей, сообщил глава региона Айсен Николаев в интервью нашему телеканалу. Глава республики отметил, что также очень важной мерой, позволяющей стимулировать рождаемость, является субсидирование ипотеки для многодетных. Семьи, где третий или последующий ребенок родился в период с 1 января этого года до конца 2022 года, могут компенсировать до 450 тысяч рублей по ипотеке. Все программы поддержки рассчитаны на многолетний период и позволят увеличить население страны. Ученые Якутии объединят усилия в создании научно-образовательного центра мирового уровня. Сегодня в ходе рабочего совещания глава республики Айсен Николаев отметил, что создание научных институтов требует более серьезного внимания со стороны научных учреждений. Как доложил министр образования и науки, СВФУ, учреждения Академии наук и Федеральный исследовательский центр разработали концепцию научно-образовательного центра «Север» на базе университета. Центр будет заниматься разработкой новой концепции взаимодействия человека, природных комплексов и техногенных процессов в экстремальных условиях Севера. Проект также предусматривает создание международного центра испытаний материалов, элементов техники. Коллективы ГУП ЖКХ Республики представили нового директора. Предприятие возглавил экс-директор службы эксплуатации городского хозяйства Виталий Чикачев. Новый руководитель сегодня приступил к своим обязанностям. Ранее Виталий Чикачев занимал пост заместителя председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности. Он заявил, что в ближайшее время возьмется за обеспечение финансово-хозяйственной стабильности предприятия. Перед ГУП ЖКХ стоят задачи подготовки к отопительному сезону, реконструкции организации коммунальной промышленности. Кроме этого, прорабатываются планы в части реализации мусорной реформы. В ближайшее время мы должны выехать в командировку, проверить ход подготовки к отопительному сезону арктических районов, ввиду того, что в течение осталось у нас около месяца на запуск объектов ЖКХ. У нас отопительный сезон в арктических районах начинается в начале августа месяца, поэтому будем объезды делать, ну и, конечно же, проверим ход мусорной реформы. В Якутии создают 14 новых мобильных бригад для оказания медико-социальных услуг пожилым людям. В рамках национального проекта «Демография» на 11 миллионов рублей были закуплены 14 автомобилей УАЗ. Их отправят в районы республики. Медико-социальную помощь будут оказывать сельчанам старше 65 лет, инвалидам и одиноко проживающим пожилым гражданам. В настоящий момент в республике существует 24 таких мобильных бригады. До конца года их количество должно увеличиться до 29, а до 2024 года их будет насчитываться 39. Они в первую очередь должны осуществлять две функции. Это выявлять граждан старше 65 лет, выезжать к ним. То есть это будет не только работа Министерства труда и социального развития, то есть Управления социальной защиты, а совместная работа с Министерством здравоохранения и, возможно, привлечение и других людей. Например, работников почтовой службы, работников пенсионного фонда. И вот эти комплексные мобильные бригады будут в первую очередь выезжать к лицам, которые живут в сельской местности, хочется отметить, и выявлять их проблемы, решать их медико-социальные проблемы. А вторая задача – выезд этих граждан до медицинских учреждений. Работники главпочтамта отметили профессиональный праздник. В этом году он юбилейный. Празднование Дня российской почты установлено в 1994 году. Ежегодно его отмечают во второе воскресенье июля. В этот день поздравили и вручили письма благодарности за вклад в развитие социального партнерства сотрудникам организации. Выступили со словами благодарности и поздравлениями профессионального праздника народный депутат Государственного собрания Илтумен Мария Христофорова, а также министр инноваций и цифрового развития и телекоммуникационных технологий Анатолий Семенов. 10 наших лучших работников выехали в Москву, сейчас находятся в Москве на Дне российской почты в Кремлевском дворце.
Сегодня в Якутии у Почты России 431 отделение и более 2000 работников. Коллектив большой и выполняет в сложных условиях очень большие и сложные задачи. Мы находимся в самых отдаленных районах республики, доставляем вовремя почту. Рассказать миру о народах Севера, их культуре, традициях и обычаях. С этой целью в Якутск приехали польский режиссер и сценарист Гжегош Пацек, а также продюсер из Санкт-Петербурга Мила Кудряшова. Они представили свои культурные проекты «Мициха не боится самолетов» и «Динозавры в вечной мерзлоты». Наш корреспондент Денис Тишин узнал подробности. История столетней давности глазами современных женщин-венкиек. Польско-российский документальный проект под необычным названием «Мициха не боится самолетов» посвящен изучению самобытной культуры северных народов польской ученой и антрополога из Оксфорда Марии Чеплицкой в начале 20 века. Ключевую роль в ее исследовании сыграло знакомство с тунгусской Мицихой, которая стала проводником Чеплицкой в мир, куда еще не ступала нога европейского ученого. Проект мультикультурный, он включает в себя и создание документального проекта, и мастер-классы, воркшопы, участие представительниц ивенкийского этноса на площадках презентации проектов. Это Польша, это Оксфорд, ну и, соответственно, Якутия. На главную роль Мицихи польский режиссер Гжегош Пацек и продюсер из Петербурга Мила Кудряшова ищут девушку-венкийку от 25 до 40 лет, проживающую в Якутии. Но возраст здесь не главное. Куда важнее желание узнать национальную культуру, язык и владение каким-либо творческим навыком. Петь, танцевать, рисовать и знать обряды. Ведь героиня документального фильма будет представлять нашу республику за рубежом. К сожалению, Мициха уже давно не с нами, и она не написала ничего. Тогда возникла идея, что надо это себе вообразить, и это должны себе вообразить как это эвенкийские современные женщины. 10 июля в павильоне национальной вещательной компании «Саха», которая выступает партнером проекта, состоялся кастинг на роль Мицихи. Съемки фильма стартовали сегодня в деревне Харо Сунтарского улуса и продолжатся в эти выходные в Якутске и его пригородах. «Мициха не боится самолетов» — не единственный интересный проект, который планируется реализовать на территории Якутии. «Динозавры вечной мерзлоты» — это попытка заглянуть на миллионы лет назад и узнать больше об огромных существах, живших в арктической зоне республики. Больше всего меня восхищает не только подвиг наших ученых, которые могут, забыв себя, идти вперед, охотиться на динозавров. Якутские дети из деревни Харо, которые в течение 12 лет постоянно ходят в экспедиции без транспорта, без специального обмундирования, чтобы прикоснуться к вечности истории, к экологии родного края. Большую заинтересованность в продвижении якутской культуры за пределами России проявляет Министерство культуры Республики Саха-Якутия, а также музейные учреждения. У нас очень активно работает польская общественная организация «Полония», и регулярно проводятся конференции по изучению наследия этих ученых. Поэтому, конечно, эти проекты нам очень интересны. Я думаю, что они сыграют большое значение в укреплении наших взаимоотношений с Польшей и вообще в реализации такого культурного сотрудничества. Мы очень заинтересованы в том, что все эта традиционная культура была возрождено и было сохранено и изучено. И то, что они сейчас снимают фильм, документальный фильм, но мы очень поддерживаем. Польский режиссер Гжегош Пацек признается, он давно мечтает вернуть эвенкийскому народу старинные артефакты. 2 кукол-идолов, шаманскую одежду и предметы быта, которые сейчас находятся в музеях Оксфорда и Кракова. Если, конечно, сами эвенки проявят к ним интерес. Денис Тишин и Григорий Николаев, Якутск. Отдохнуть без отрыва от школы. Такая возможность появилась в детском лагере «Радуга» в Удачном, с помощью чего дети погружаются в мир цифр и букв, изучают географию и биологию, а также путешествуют по самым отдаленным уголкам нашей планеты, расскажет Ирина Балкова.
Тетрисы, пазлы, металлические конструкторы, спортивные игры. У ребят летнего лагеря «Радуга» в Удачном нынче очень насыщенный сезон. Программа составлена так, что параллельно с отдыхом дети познают что-то новое для себя и закрепляют школьную программу. Самый популярный тренажер для ума «Кто я, что я». Они задают друг другу вопросы на разные темы предметные, школьные. То есть там биология, природа, обществознание, математика, русский. Вот им очень нравится эта игра. Они сами придумывают эти вопросы, да? И сами, и у них есть карточки. Приобретены развивающие игры при поддержке правкома Удачинского ГОКа. Работа в этом направлении началась за несколько месяцев до открытия лагеря. Сотрудничали с профессионалами. Уж очень хотелось порадовать ребят чем-то новым. Стараемся закупить более развивающие игры. Вот как мы уже видели, дети заинтересованы. И, в принципе, закупаем те игры, которые даже в детстве мы играли. Как говорится, все новое, хорошо забытое старое. Сами же дети наперебой рассказывали о их самых любимых играх. Мне больше всего нравятся игры, все. Но особенно мне нравится вот эта вот игра. Она называется «Угадай». А мне нравятся все тоже, но одна только любимая – «Гонки мумия». Я тоже люблю играть. Не все нравятся игры, но больше я тоже люблю играть «Кто я» это и «Что я». 15 июля начинается второй сезон в летнем лагере «Радуга». А уже после закрытия, как отметил председатель правкома Удачинского ГОКа Виктор Иващенко, игры будут переданы в детское отделение городской больницы. Ирина Балкова, Дмитрий Храмкин, телеканал «Алмазный край». В Хангаласском районе на базе туркомплекса «Арто-Дайду» стартовал первый республиканский фестиваль молодежи «Табыз». Мероприятие будет идти 3 дня. Сегодня состоится торжественное открытие фестиваля. Сейчас на месте находится наш корреспондент Виолетта Засимова. Виолетта, приветствую. Расскажи, что сейчас происходит в «Арто-Дайду». Здравствуй, Юлия. Молодежные делегации со всех уголков республики прибыли в туркомплекс «Арто-Дайду» еще сегодня утром. По предварительной информации, команд нынче 24, всего количество участников 602 человека. Прямо сейчас проходит первое мероприятие фестиваля. Это деловая игра «Мир», что расшифровывается как молодежная инициатива в республике. Час назад начался конкурс «Лучший работник в сфере государственной молодежной политики» и работает выставка «Смотр народного творчества. Молодой мастер». Юлия. Виолетта, что означает «Табыз» и что ожидает участников? Название «Табыз» расшифровывается как «Топта», «Люби», «Алга», «Благослови», «Баит», «Обогащай», «Итык-Сергин», «Родную землю». Вообще фестиваль молодежи «Табыз» он пришел на смену ежегодно проводимому республиканскому цеху молодежи. Но формат несколько расширен, включает в себя несколько направлений – деловую, культурную и спортивную. Деловая часть фестиваля началась уже сегодня. Что касается спортивного направления, завтра будет командное соревнование по кроссфиту. Также в течение дня будет идти республиканский конкурс «Молодая семья-2019». У меня все. Виолетта, спасибо. Пожелаем участникам творческого вдохновения. Оставайтесь с нами, мы следим за развитием событий.